Сегодня День Героев Отечества. Праздник восстанавливает дореволюционный день георгиевских кавалеров. Тем не менее, Россия чтит память всех героев страны, независимо от государственного строя. И сегодня в нашей рубрике мы помним, Афанасий Николаев расскажет об истории высшей государственной награды страны – звание Героя России. Ну а я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи. История высшей государственной награды началась более 80 лет назад. Тогда весь Советский Союз с замиранием сердца следил за спасением пассажиров и экипажа парохода «Челюскин». И 7 героических полярных летчиков стали первыми, кто получил высший знак отличия – звание Героя Советского Союза. Вместе с Отто Юльевичем золотые звезды героев тогда получили Михаил Васильевич Водопьянов, Маврикий Трофимович Слепнев. Награда вручалась как за личный, так и коллективный героический подвиг. До начала войны звание героя, а позже и лаконичную, но красивейшую медаль Золотой звезды Героя СССР получили более 600 человек. Как правило, летчики, военные, полярные исследователи и моряки. Но с началом войны количество награжденных увеличилось в разы. Этим орденом Золотой звездой были награждены около 11 тысяч человек. Многие из них дважды, трижды и так далее. Да? Так, из якутян этой высокой награды были награждены 25 человек и один герой Российской Федерации. У меня в руках копия наградного листа Николая Николаевича Чусовского. Командир 3-го стрелкового батальона гвардии капитан Чусовской Николай Николаевич, командуя батальоном, отразил контратаки и штурмом ворвался на Зияловские высоты. В рукопашной схватке товарищ Чусовской лично уничтожил 4 солдат противника, умело командуя батальоном, выбил противника с укреплений на высотах. Батальон товарища Чусовского уничтожил до 50 солдат и офицеров противника, подбил танк и 2 самоходных орудия. Захватил в плен 48 солдат и офицеров противника. За данные подвиги достоин представления к званию Герой Советского Союза. Золотую звезду героя комбат Николай Чусовской получил за Зиеловские высоты, открывшие дорогу на Берлин. Но воины-якутяне героически сражались на всех фронтах вне зависимости от звания. Самую большую известность получили якутские снайперы, бывшие кошмаром для немецкой пехоты. Но герои были во всех родах войск. Герои Советского Союза из Якутии, они практически ко всем воинским специальностям относились, то есть начиная от летчиков. Вот первый герой Советского Союза из Якутии – это Сергей Осямов, считается, это летчик как раз один из самых известных. Там и танкисты, и снайперы, ну и самое большее, это вообще все герои Советского Союза по России и в Якутии больше всего получили пехотинцы. В то же время многие воины из Якутии по разным причинам так и не получили заслуженные награды. Некоторые из-за собственной неграмотности. Сотни бойцов из Якутии даже не знали русского языка. Кому-то не дали получить награду штабисты. Вот, например, Кульбертинов. Представлен дважды, но не прошел. Так, или, например, знаменитый артиллерист Протодьяконов, герой Сталинграда. Хотя сталинградцы, это волгоградцы до сих пор, считают его героем. Но Родина, как говорится, не признала героем. Так что это таких моментов много. В послевоенное время героями Советского Союза становились летчики-космонавты, испытатели новой техники, исследователи Арктики и Антарктики. С приходом нового времени в новой России от награды не отказались. Золотую звезду Героя России получали уже наши современники. Сослуживцы и друзья возлагают венок к памятнику Александра Рыжикова, героя России, погибшего при исполнении служебных обязанностей во время Второй чеченской кампании. Братья по оружию уверены, нужно помнить имена героев вне зависимости от даты награждения. Это необходимо для воспитания подрастающего поколения. Такие мероприятия нужны для воспитания молодежи, чтобы они вырастали защитниками Родины.
Золотая звезда героя – это не только высшая награда государства, но в первую очередь это символ мужества и самоотверженности народа в любой ситуации. Афанасий Николаев, Георгий Сергеев, Иван Семенов и Дмитрий Сергучев. НВК «Саха», Якутск.